Ну, повинна уже запуститься трансляция. Угу. Пише, що ми у ефірі. Ага, Коли вижу. ласка, як гук, як бачить, тому що я не бачу трансляцію, на жаль, поки у телефоні. Сябри, ми вас вітаємо. У нас тут технічна зараз нейка замінка. Зараз будемо усе обмірковувати. Бачу стрим, бачу, ми є у ефірі. Цудовно. Я вас рада, ну, не познайомить, наверное, привітати знову Сергія Спориша, тому що він на волі. У нас произошла така, ну, покуль замінка, ми не можемо знести нашу пані Марину. Ми чекаємо, що вона з'явиться, долучиться, тому що останній раз ми її чули о 7 годині вечора. І вона займалася хатніми справами. Зараз ми, ну, на жаль, не маємо зв'язку з нею, тому я вельми сподіваюся, що у хуткім часі вона до нас долучиться. Тому ми обіцяли стрим, ми його робимо. І тому питання, які ми хотіли б задати пані Марині, ми зараз адресуємо Сергію, тому що він так само один з удільників тих акцій, які відбуваються, і він абсолютно у темі того, що відбувається приватно з нами, у народних громадян з активістами. Тому покуль тягнемо ми з їм стрим і чекаємо пані нашу Марину, коли вона до нас долучиться. Сергій, даю тобі слово, і, коли ласка, покажи, коли ласка, що у тебе сьогодні тут таке пригоже написано. Ну, это историческая маечка «Свобода Николая Статкевича» с 10-го года. Так. Сергій, питання перше, тише, Миколай Статкевич, що у нас з ним відбувається і коли ми плануємо його зустрічати? Що чувати ось, ну, по цій темі з останніх новин? Николая Статкевича задержали в 12:30 где-то в воскресенье, 31 числа. И, значит, он, судя по всему, должен выйти в понедельник, 15 числа в 12:30, ровно через 15 суток. Вот, поэтому его будут товарищи встречать 15 числа на улице Окрестина, 36, в 12:30, может быть, немножко раньше. Ну, напевно, ми так. Ми, як завжди, поїдемо, що називається, з першими птахами, які починаються. Ми чули з тобою, що пані Марина, вона вельми хвилюється, тому що є некоторі проблеми з передачами. Мабуть, розповіді, що там зараз на Хрестина відбувається, тому що, ну, та ситуація, яка зараз, то, що ми чуємо, ну, це некий гвалт насправді. Да, безусловно, там создаются условия, близкие к пыточным. Уже когда я там пару суток пробыл, там еще относительно нормально было, но тем не менее подсаживают бомжей, специально их отлавливают. Есть, например, такой специальный бомж, как его, Миша. Миша. Да, Миша, у него память на 3 секунды действует, потому его зовут Мишка Рыбка Гуппи. Вот, потому что он помнит несколько секунд. У него что-то с головой. Это больной человек, его лечить надо. Нормальную психиатрическую помощь ему нужно оказывать. А его над ним издеваются, его отправляют на это ответственно, чтобы он капал на мозги активистам. Вот. Ну, жалко человека, конечно. Вот. Ну, много есть методов давить на активистов, и, ну, в принципе, активисты ко всему этому готовы, они привычные к этому, и люди, которые борются за свободу, они должны переносить эти мелкие тяготы ради своей родины, скажем так, как армейским языком. Ну, згодна, абсолютно. Я тут трохи підчитую ще паралельно чат, тому що я, як модератор сьогоднішнього стрима, ще, мабуть, ніякі питання будуть. Сябри, коли ласка, пишіть, ми абсолютно завсюди щиро відчинені для вас, ми не боїмося нікого, нічого, завсюди обмірковуємо ті події, які насправді в Білорусі відбуваються. Ми активісти, і наше головне завдання – це донести ту правду, яка існує, щоб виправити помилки, які ми можемо виправити приватно від себе. Сергій, розповіді, коли ласка, трошки про умови на Окрестина, тому що ось те, що вони роблять, не дають воду передати, передачі не приймають. І увогуле, як це, ну, цілком впливає на активістів і на звичайних людей. До речі, вельми багато ж людей зараз сидять просто ні за що, фактично за те, що вони кормили голубов, або яще що горш, вирішили покинути свої підписи на Комаровці. Що там за умови? Ти бував там, ти ведаєш, що за вони? Тому що ми ведаємо, що і теплу вопратку навіть нельзя передати.
Да, в последнее время начались... у Лукашенко откровенная истерика началась, и он начал по всем фронтам пытаться всех людей запугать. Ну и в том числе на Крестина он дал указание создать пыточные условия. Я застал только самое начало, и тогда было указание не передавать книги. Значит, мне передали 5 книг, и в них якобы нашли записки. Вот, хотя, естественно, книжки наши проверяли перед тем, как передать. Вот. Более того, у меня из камеры украли одну книгу, которая была со мной сразу. Вот, там была книга «Заратустра» на немецком. Короче, единственное, что мне мог там читать, я там выучил первую страничку даже. Забрали во время обыска и пытались спихнуть это на бомжа, что это якобы бомж украл у меня, чтобы у нас какие-то конфликты были или еще. Ну, такие детские игры. Вот. Сейчас книги тоже не передают. Вот, насколько я знаю, не передают колбасу, сало, да много чего не передают. Ну, как это можно комментировать? Ну, это, конечно, преступление, это беспредел. Особенно цинично то, что они оправдывают эти новые правила эпидемиологической обстановкой. То есть сначала это был коронапсихоз, вируса нету, потом говорили, надо лечиться трактором, водкой, а теперь внезапно оказалось, что вирус действительно опасен, вот, и этим прикрывают свои эти гадкие мелкие пакости против активистов. Еще, что касается коронавируса, интересная ситуация была в Витебске. Одного нашего активиста милиционеры задержали, пришли к нему домой, сын по глупости открыл дверь. Вот, они, значит, ворвались, взяли его, повезли в ментовку, а у него температура, и он на больничном, у него коронавирус. Вот, и после нескольких часов, значит, его отвезли в местный аналог Крестина, и там его не приняли, отпустили обратно домой. Вот, так что боятся, на самом деле, боятся они этого коронавируса, что бы там Лукашенко не говорил. Ну, канешне баяцца. Ці гэта зараз неяк уплывае на тыя выхады людзей, якія ну, яшчэ спробуюць пакінуць свае подпісы. І, дарэчы, сёння я бачыла вельмі шмат людзей заклікае выходзьце, калі ласка, таму што нават калі няма вашага кандыдата, давайте яго пачакаем разам. Ну, Статкевич неоднократно говорил, что Лукашенко хуже любого вируса. Ситуация, которая сейчас создана с коронавирусом в Беларуси, мы по темпу роста, даже если верить официальной статистике, по-моему, на 3-м месте в Европе, после России и еще кого-то там. Вот. Эта ситуация, она полностью на совести Лукашенко. Вот. И опять же, оправдывать коронавирусом какие-то действия против активистов, запрет приходить там с подписи, оставлять или еще что-то, в то время как сам Лукашенко проводит парады, вот, изгоняя туда насильно людей, запрещая им надевать маски, это просто глупо. И когда кто-то там с дивана уютного говорит, этот Статкевич там зовет людей на площадь, они там все перезаряжаются, человек путает хвост с головой, в общем-то. Самая главная проблема эпидемиологическая, это в нашей стране, к сожалению, Лукашенко. Згодна, тут ёсць пытанне, ці ёсць у нас упэўненасць, што пасля гэтых 15 сотняў Миколаю Статкевичу яму яшчэ не навешаюць? В Гомеле есть ситуация, там есть такой активист по фамилии Власов. Он, насколько я знаю, в команде «Страны для жизни». Он довольно активный человек, он организовывал акции в Гомеле, и ему дали сначала 15 суток, потом еще 15, потом еще 15. Такие ситуации бывали, и в 2017 году такое было, я знаю, неоднократно с некоторыми активистами, на которых пытались оказать давление. Будет ли такое давление оказано на Николая Статкевича, неизвестно, но давление против Статкевича, оно в 10 раз более дорого обходится для Лукашенко, чем давление против обычных активистов. Потому что я напомню, что в 2010 году против Лукашенко были введены очень серьезные санкции, которые ударили по его личному кошельку. Они ударили по нефтянке.
Вот, те деньги, которые он отмывал через западные страны в том числе, на эти кошельки американцы и европейцы наложили очень серьезные санкции. Вот. И Лукашенко долго-долго терпел, но в итоге и Статкевича отпустил, и кучу еще народа вместе с ним. И отмена санкций была связана с освобождением Статкевича. И уже сейчас мы видим, он посадил Тихановского, начались очень серьезные разговоры на Западе о том, что будут опять вводиться санкции. Вот, если он еще и сейчас посадит еще Статкевича, даже еще на 15 суток. Вот, это будет иметь такой же эффект, как уголовное дело против Тихановского. Потому Ну, что до уже речі, его... ми ж сьогодні бачили з тобою, що у Америки вже ввели приватні до його санкції, тобто, ну і зараз я бачу Інну у чаті. Чат, я вас вітаю, сябри, щиро дякую, що ви нам пишете. Усім вітанечка, вельми багато людей, нас зараз глядить 783 чоловіки. Я усіх щиро вітаю, дякую, що ви побач з нами. І ось Інна пише, що ввели приватні санкції до Лукашенки вже Америка, тобто вона відреагувала. По-моему, продлили, ну, может, что-то новое ввели. Продлили на год. Ну, увели, продлили, гэта, ну, амаль тое ж самае, то бок ён санкцыйны, як быў гэты таксічны, дык і застаецца зараз. Як Ну, гэта не на яго настолько, как прыватна хотелось бы. ўплывае? Не настолько, как хотелось бы, и главное, чтобы все-таки задевали как можно сильнее его счета. Это очень важно, потому что сейчас Лукашенко – это угроза национальной безопасности многих соседних стран. Так. И некоторые из этих стран являются членами НАТО. Вот, и для Америки, в принципе, было бы логично своих союзников, их безопасность, немножко подумать об этой безопасности. Я даже говорю не только о том, что связано с распространением коронавируса, в чем, повторюсь, по моему мнению, вина на Лукашенко. Есть еще другая проблема, это то, что Лукашенко довел страну свою до ручки, вот, и сейчас от получения каких-то там китайских или российских кредитов зависит вопрос вообще существования этого государства в центре Европы. А если здесь что-то случится, то черт его знает, к чему это может нехорошему привести. Потому что если будет вторая Украина, это никому ничего хорошего не сулит. Поэтому эту проблему нужно решать, и ее должны решать в том числе на международном уровне. Ну так, вельмі мне задаюць часто вопрос. Дякую, сябры, хто нам донатіць, мы бачым донаты. Вельмі прыемна, што людзі рэагуюць. Я нагадваю, усе грошы, якія мы зараз збіраем, вось я бачу, Юра ЭДМ нам накіроўваў грошы. Калі я не памыляюся, так, яшчэ нам толькі што прыйшло 100, я так разумею, канадскіх даляраў. Мы накіроўваем усе гэтыя грошы. Я могу памыляцца, прабачце, у мяне вельмі дрэнна працуе спонсор, і я амаль не бачу, хто дае, і я бачу толькі лічбу. Мы усе грошы зараз збіраем, мы просто, ну, закиданы штрафамі, і зараз актывісты, яны вымушаны штрафы з прыватнай кішэні плаціць. Мабыць, Сергей распавядзе ўсю гэтую гісторыю, чаму мы збіраем кошты і якім чынам мы вось праз нашых сяброў будзем дапамагаць актывістам сёння. Некоторые активисты потеряли работу. Ну, если брать просто известные истории, вот буквально сегодня работу потеряла, ну, не член нашей партии, но известный человек Анна Северинец, мать Павла Северинца, чисто по политическим причинам. Таких людей много. И очень важно, чтобы была солидарность, чтобы люди, которые сейчас борются за свободу, знали, что в случае чего они будут иметь какую-то поддержку. Ну, как, например, тот фельдшер из Лиды, которого уволили, ему за день собрали больше, чем его годовая зарплата. Вот это хороший пример для, в общем-то, всех белорусов. Они будут знать, что они не одни, что нас действительно много, и что мы друг за друга будем держаться. Дякую шчыра. Так, таму, сябры, мы накіруем зараз усе грошы, якія мы збіраем на дапамогу актывістам, то бок актывісты сплочваюць штрафы з сваёй кішэні, потым збіраюць дакументы і звяртаюцца за дапамогай. То бок, ну, у любом выпадку гэта можа быць і крэдытная гісторыя, калі яны вымушаны звяртацца да устаноў крэдытных, якія проста пагасяць гэты штраф, якога, ну, не павінна быць. Таму ўсё, што вы сёння накіроўваеце, калі ласка, мы распавядзем, куды мы накіруем грошы, гэта не складана. Яшчэ, Сергей, такое пытанне. Вось мы зараз з табой крануліся тэмы
Ну, чаму мы гэта робім? Чаму я пайшла з працы без шкандала, насправді, то бок у мяне там усё было больш-менш мірна, і мы дамовіліся, прыватна я не хацела падстаўляць, у мяне вельмі вялікая кампанія была, я працавала ў холдинге, і я ведала, што з-за мяне адной могуць пачаць проста нейкія рэчы дрэнныя ў ўсёй кампаніі, і я дамовілася з кіраўніцтвам сваім, што я буду пакідаць пакуль рады, а там далей ужо як будзе адбывацца ўсё. Таму таксама, ну, умоўна можна сказаць, што я па палітычных матывах пакінула сваё працоўнае месца, хаця для мяне прыватна гэта вельмі важліва было, таму што я, ну, у вядомай сітуацыі. Што мы робім, для чаго мы выходзім, чаму вось сёння такая сацыяльная напруга і вось такі сацыяльны выбух, чым мы незадаволены, таму што калі пачуеш ад сяброў з іншых краін, ты чуеш, якая цудоўная краіна ў цябе. Распавядзі, калі ласка, пра гэты дысананс у нашых галавах. Ну, в общем-то, все, кто живут в Беларуси, давно уже прекрасно понимают, что это за страна, и что никаких перспектив у нее не будет, если не изменится полностью политический курс. Нам нужно менять практически все в этой стране. Нужно менять и экономическую составляющую, и суды нужно менять, и административную составляющую. Практически все нужно перестраивать практически с нуля. Вот. Но это невозможно сделать без политических перемен. То есть самый главный камень на пути к любым переменам, хоть это будет экономические, хоть культурные, хоть какие, это Лукашенко. Потому что Лукашенко засел нам на шею 26 лет назад, и он так и будет сидеть. И он огромные средства сейчас тратит не только на всякие свои приколы, типа там ледовых дворцов, лимузинов, там Теслу недавно ему типа подарили, что угодно ему может прийти в голову. Но это только часть его трат. И даже то, что по материалам Wikileaks у него в 2006 году, по-моему, 9 миллиардов долларов было на счету, а сейчас наверняка вдвое больше в иностранных банках. Это тоже еще тоже мелочь. И самое главное, что он огромное средства тратит на так называемых силовиков, которых у нас намного больше, чем надо, и на чиновников, и на всех этих прихлебателей, прикорытников. То есть это сотни тысяч дармоедов, которые занимаются только тем, что они просто гадят нашей стране, они уничтожают ее. Вот. И когда, допустим, раньше мы ходили по улице, мы видели там одного милиционера, который охранял правопорядок, потом стало их 2, теперь их стало 3. А сейчас бывает такое, что в одну сторону идет 3 мента, в другую сторону улицы именно встречу идут другие 3 мента. Они все тут стоят, охраняют правопорядок, и мы за это платим. И они не просто занимаются ерундой, они реально гадят. Они сажают людей, не только политических активистов, обычных людей. Им дали указание посадить сегодня, допустим, 10, они это сделают. Вот. И мы все из-за этого страдаем. И пока мы не уберем Лукашенко, это не изменится точно, потому что это ему не нужно. Ему не нужны эти перемены. Если он пойдет на перемены, абсолютно любые, повторюсь, хоть экономические перемены, свобода в экономике, деньги у оппозиции. Судебные перемены, честный суд, оппозиционеры на свободе, деньги в оппозиции, все это в любом случае приводит к тому, что Лукашенко теряет власть. Ему это не надо. Если мы хотим жить в нормальной стране, убираем Лукашенко. Не убираем Лукашенко, не будет перемен в курсе. Не будет перемен в курсе, не будет страны, она просто исчезнет. И весьма вероятно, что она исчезнет немирно. Вот, потому что здесь много людей, которые будут недовольны с тем, что эта страна исчезнет, они пойдут партизанить. Очень много людей живет в той же Украине, или в Польше, или в России, и неважно, за кого они там, за русский мир или за кого, когда здесь начнется реальная оккупация, когда здесь начнется война, они сюда приедут, и черт его знает, за чью сторону они будут воевать. И все это в любом случае закончится очень плохо. Поэтому нам надо сделать все возможное для того, чтобы Лукашенко ушел мирными, законными методами. Тогда у нас будет шанс на лучшее будущее. Вось у мяне маё пытанне такое прыватнае. На маіх вачах выкралі маіх сяброў. Сярод іх быў наш Алексей Ананіч, была Вероніка Мішчанка і Саша Гречышнікова. Іх фактычна на маіх вачах просто выкралі. Іх не затрымалі, іх не папярэдзілі, што нейкія ёсць да іх пытанні, то бок іх просто выкралі на вачах людзей. І я, ведаеш, я калі вось пасля гэтай гісторыі адышла трошкі, я задала себе звычайнае пытанне, ці тыя, хто крадуць, яны разумеюць, што іх дзяцей альбо іх саміх у хуткім часе
Таксама будуць рабіць вось такія рэчы, калі існуе вось такая сістэмная ціхароўская банда, яны ж не прыпыняцца на толькі актывістах, яны пачнуць выкрадаць звычайных людзей з вуліцы, проста пад'язджае бус на прыпынак, хапае чалавека, садзяць і вязуць невядома куды. І нават потым радзіме не кажуць, дзе чалавек, то бок гэта звычайная гісторыя, калі актывісты 2-3 дні увогуле не ведаюць, дзе іх сябар. І сям'і не кажуць, і іншым людзям не кажуць. Вось, ну, на мой розум, разумееш, я ўсё раўняю па сабе, то бок, ну, я не зараблю ніколі нічога такога, чтобы мне прыватна самой не спадабалася. Як ты мяркуеш, яны не разумеюць, што гэты каток, ён ідзе па ўсіх абсалютна, ён не абірае, ці ты свой, ці ты не свой. То бок сёння ты свой, завтра вочы не ў той бок паглядзелі, і ўсё, і ты ў бусе. Няўжо яны гэтага не разумеюць? Няўжо суддзі не разумеюць, што можа прыйсці час, калі яны вось такім чынам будуць адпавядаць і яны будуць сядзець на іншых лаўках? Дадам одну акалічнасць. Александр Грачышнікаў і Вероніка Мішченка, яны таксама з'яўляюцца не толькі актывістамі, але таксама і кандыдатамі ў прэзідэнты. Так. Яны былі Лукашэнкам не зарэгістраваны, але яны кандыдаты пратэста, і Лукашенко не зарэгістраваў іх незаконным чином. Так, значит, что ты говоришь, не думают ли они об этом? Ну, прежде всего, они не самые умные люди, те, кто исполняет такие приказы. Большинство из них это, знаете, как, не хочу обижать никого, но как бы сбежали от цехи. Вот, их надо было запрягать в плуг в этом колхозе, и они бы пахали землю. Вот. То есть это дуболомы, у которых мозгов абсолютно нет. У них другой возможности как-то подняться до этой зарплаты, которая выше часто зарплаты рабочего на заводе. Вот мне смешно, когда милиционеры плачутся, ой, у меня там 1000 рублей всего лишь, вот, а я тут себя должен вести на Крестина. Вот, а я знаю, какие зарплаты на очень многих заводах, где люди реально вкалывают, где адские условия. Так. Я сам работал на нескольких заводах сварщиком, я просто знаю, что это такое. Это гораздо хуже, чем Окрестина. Сидеть в этом цеху, варить цинк. Гораздо хуже. Вот, так вот, от этих большинство людей, которые выполняют такие приказы, они просто очень глупые. Ну что с ними можно сделать? Когда нас будет много, они поймут, что за нами сила. И они, кроме того, что глупые, они еще и трусливые. Но кроме этих глупых и трусливых, есть в милиции нормальные люди, и часто, когда они задерживают активистов, они на ушко говорят так трусливо: вы знаете, мы против вас ничего не имеем. Так смешно иногда бывает слушать это, вот, как они оправдываются. Вот. Они говорят, что когда будет вас много, мы к вам присоединимся. Поэтому важно, чтобы нас в итоге стало действительно много. Вот. И Статкевич говорит, когда 3% населения регулярно выходит на продолжительный мирный протест, система начинает рушиться, в том числе потому, что цепочка приказов начинает немножко колебаться, и люди, особенно внизу, или средние уровни управления, они начинают понимать, что что-то может измениться. Кроме того, они понимают, что это задействует, касается также их семей, может быть, каких-то дальних родственников, может быть, я не знаю, тестя или какого-нибудь там свекра и тому подобное. То есть это касается очень многих, в том числе и их лично. Вот. И когда нас будет действительно много, как в какой-то той же Армении, когда выходило местами даже 10% какого-нибудь маленького городка, то выходит этот мент молодой, глупый, а напротив него стоит его мама, например, или бабушка. Вот. Это уже совершенно особый разговор начинается. И чтобы там Лукашенко не кричал, там, мы их там расстреляем, мы их там научим и тому подобное, когда будет сотня тысяч человек в Минске, и это будет желательно не один день, а это будет в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в течение пары недель, как на Майдане в Украине. Учитывая то, что у нас в Беларуси нет такого раскола общественного, как был в Украине, когда там кто-то там за Бандеру, грубо говоря, извините, кто-то там за ДНР, у нас такого нет, у нас все против Лукашенко, кроме очень-очень маленькой группы населения. Поэтому как только у нас это начнется, Лукашенко долго удержаться не сможет. И обязательно найдется какой-нибудь молодой подполковник, который захочет стать генералом. И таких подполковников будет явно немало.
Я зараз спрабую звязацца з пані Марынай. Яна ёсць у сетках, таму калі ласка, не хвалюйцеся, з ёй усё добра. Яна зараз спрабуе до нас далучыцца. Тогда я отключаюсь. Не-не-не, пакуль со мной мы цягнем с тобой такой ратуем стрым, что называется. Таму Сергей, вось краіна для жыцця, яна для цябе якая, якую ты яе бачыш, чаму вось цябе цягне так выступіць супраць таго гвалту, таго генацыду, якой адбываецца тут? Я ўжо пашырыла адпаведь, але тым не менш. Чаму нас гэта так дратуе? Вось, сяжу я прыгожай, сядзіш ты прыгожай, у нас ёсць прыватныя кватэры, мы такія забяспечаныя, ўсё у нас добрае, цудоўныя, вочы бляскучыя. Што не так? Ну, у меня нет приватной квартиры. Мне просто стыдно. Мне было стыдно очень в 2010 году, когда я видел, что происходило, я был тогда наблюдателем. От пролукашенковской партии, кстати. Вот. С тех пор мне очень долго было стыдно за происходящее, но когда в 2017 году произошло то, что произошло, я, будучи тогда рабочим идейным, я пошел на завод по идейным соображениям. Вот. Я просто не смог стерпеть после этого. Потому что это такое скотство, когда в твоей стране позволяют людей, которых по твоей же вине лишили работы, из-за того, что ты экономику довел до ручки. Вот. И когда ты этих людей называешь тунеядцами, а сам строишь себе очередную там 18-19 резиденцию, то, не знаю, тут уже... Это уже крайность. И терпеть такое просто уже невозможно. Ну вось, глядзі, нам тут у чате покинули поведомление, что мало кто понимает, что квартиры в кредит – это не достояние власти, а договор банка и строительной организации. А власти это преподнесли как достояние АГЛ. Только вам не снились квартиры по 2% без льгот. Я тут хотела собрать, значит, так, вельми такая хлуслівая информация ходит, что белорусам квартиры дают. Их не дают. Яны насправді закрэдытаваны, і крэдыты могуць, я ведаю, у мяне сябры бралі крэдыт і па 30%, то бок, траціну кошту гэтай кватэры яны павінны былі сплаціць. Тыя 5%, якія кватэры яны, па льготным крэдытах даюць, гэта альбо сем'ям, альбо людзям, якія, прабачце, амаль 30 год стаялі на чэрзе на пашырэнне. То бок у людзей дагэтуль забралі майно, якое у іх было, нешта далі узамен, то бок, забіралі ж і кватэры, гэта вось часы гэтага Савецкага Саюзу. І потым, самае цікавае, што нават тыя кватэры, якія умоўна далі пры Саюзе бескаштоўна, людзі павінны выкупаць. То бок ідзе татальная прыватызацыя гэтых кватэр. Тут бескаштоўнага, сябры, нічога няма. Гэта хлусня, калі вам кажуць нешта там, зарплатню нам даюць. То бок мы не зарабляем, кватэры нам даюць, то бок крэдыты мы не сплочваем. Гэта як так адбываецца? Таму дзейсна мы, я калі не памыляюсь, самы маленькі працэнт гэта сем'і, у якіх там вельмі вялікая колькасць дзяцей, яны 0%, ім дзяржава поўнасцю гэтыя кошты закрывае. У іх дзейсна прыватныя кватэры, яны бескаштоўныя. Але ў той жа час, прабачце, у нас жа ж не ўсе сем'і больш за там 3-4 дзяцей. І яны ідуць па вось гэтых агульных правілах, няма пытанняў. Калі ласка, вось вам трошкі дзяржаўнага крэдыту, а рэшту вы дабіраеце звычайнымі крэдытамі, вельмі, яны цяжарныя для нас. На самом деле не важно, сколько стоит квартира, важно, могут ли средние белорусы позволить себе ее купить. Вот, а все остальное это манипуляции. Пусть у нас хоть $1 миллиард стоит квартира, но если средний белорус, работая на заводе, сможет, допустим, за 10 лет выплатить кредит, то это нормально. Вот. Но у нас создана такая ситуация, когда люди не могут заработать на квартиру. В последнее время, когда на что-то можно было надеяться, это где-то действительно в районе, может быть, года так 14-го. После этого начался реальный обвал. Сергей, у Марины Михайловны проблемы с зумом. Давай мы, мабуть, її виведемо праз Телеграм на гук, і будемо разом тут ти і я сидіти, і її ще долучимо до розмови. Як ти міркуєш? Я не против. Просто, сябры, я не змогу вывести відео, тому що у її нейкі складаності есть з трансляцыі, але мы з задавальненнем яе паслухаем і у трох тут, абмяркуем, тому што актывісты і Марына Михайловна, яна таксама, яна
такі самий глобальний активіст і прихильниця Миколая Вікторовича. Тому я прапаную вывесці гук, і ми утрох будемо просто паміж собою розмовляць і абмяркоўваць вось гэтае пытанне. Добра? Давай. А ты распавядзіў, калі ласка, пакуль пра гэтыя шкадлівыя крэдыты для нас, а я з ёй выйду на зв'язок у Телеграм, каб мы маглі далучыць. Ой, я небольшой спец по кредитам на квартиры, извини. Добра, я тады задам тебе папярэдняе пытанне, якой ты бачыш Беларусь, калі мы атрымаем перамогу, то бок, якой яна павінна быць у наших думках і насправдзе? Для начала хотя бы как Финляндия. Хотя бы, или как Дания какая-нибудь. То есть это должна быть страна, в которой средняя зарплата, ну пусть будет, допустим, 1002 евро. Для Европы это нормально. Мы вполне можем себе до этого дойти, если у нас будет нормально идти развитие экономики, если мы победим коррупцию. А давайте мы вас выведем про Телеграм. Значит, что должно быть? Наверное, должны быть социальные гарантии, потому что большинство населения Беларуси Тогда по за это выступает. можете зайти, Значит, я вас долучу. у нас очень низкий процент бюджета Ну, спробуйте, коли-нибудь выделяется напишите мне, я на выведу гуку Телеграм. образование, на медицину. Очень низкий. Все, вот. дякую, это, в общем-то, характерно для стран бывшего Советского Союза, где всякие мелкие царьки, новые феодалы начали строить свои колхозы. Вот, за счет обычных людей. Нет, у нас должно быть очень большое расходование средств, и при этом эффективное, прежде всего, на образование, потому что это инвестиции в будущее, в мозги, в будущее экономики. Это должно быть нормальные инвестиции в медицину и тому подобное. Это должно быть на первом месте. Нам нужно сокращать государственные расходы, это понятно. Но другие государственные расходы, какие? Это должны быть сокращение расходов на милицию. Сократить ее в течение первого президентского срока в 2 раза, как минимум. У нас это написано в программе. Как минимум. А я думаю, можно в 10 раз. Значит, у нас 7 или 8 спецслужб. Зачем нам такие огромные спецслужбы? У Малашерова там 2, по-моему, охранника было. 9, а у Лукашенко... 9, я лечила 9. Вот. А у Лукашенко там, я не знаю, под 1000, наверное, служба охраны президента. Нафиг, всех уволить. Вот, значит, оставим КГБ, например, сократим, естественно, его. Вот, оставим, естественно, милицию и тому подобное. Но все это сокращать. Чиновники. Давайте посмотрим. У нас сколько министерств? 23 или 24, я не помню уже точно. Вот. В Японии, по-моему, 12. Почему мы не можем сделать такое же количество министерств в 10-миллионной Белоруссии, как в 120, по-моему, 3-миллионной Японии? Вот. По-моему, вполне можем. Зачем нам Министерство спорта и туризма? У нас что, очень хорошо со спортом и туризмом получается в результате действий этого министерства? По-моему, хуже, чем у нас сейчас со спортом и туризмом, быть в принципе не может. Потому что выражение «с города Гродно» — это потенциально белорусский Львов. И когда я езжу во Львов или в Вильнюс, у меня просто сердце кровью обливается, каким городом мог бы быть Гродно. Вот, и что можно было бы сделать с Брестом, с Пинском, с Витебском, где Шагал, где Малевич были и тому подобное. Мы можем очень хорошо развить эту область, но, к сожалению, у нас есть Министерство спорта и туризма, которое действует своими методами. Да ладно, Министерство архитектуры и капитального строительства. Извините меня, в какой стране, где в том числе и ведется капитальное строительство, у нас, по-моему, не сильно оно ведется. У нас только заводы закрываются в основном и сокращаются. Где есть такое министерство? Покажите. Может, в Зимбабве какое-нибудь есть министерство, этого капитального строительства? Нафиг оно нам не надо. Министерство МЧС. В какой стране мира, ну, кроме стран бывшего Советского Союза, есть Министерство МЧС? В большинстве нету. Можете проверить хотя бы в Википедии. Нам нужно сократить половину министерств. Просто не обсуждается. Вот. Посмотрим, например, на заводы. Вот. Когда я работал на МЗКТ, за время моей работы в моей бригаде сократилось количество работников вдвое, а количество начальства увеличилось вдвое. Вот. И в моей бригаде, и в целом. Вот, Гродненский завод карданных валов, пока я там недолго работал, но там как раз строилось новые, этажи для новых чиновников. И так по всей Беларуси огромное количество дармоедов. Нафиг, почему государство должно платить за них? Не надо. Вот, мы сократим этих дармоедов, а наоборот мы дадим больше денег педагогам, чтобы люди, особенно парни, хотели туда идти, потому что, ну, извините, молодой парень не сможет
семью содержать на такие зарплаты сумасшедшие, которые у нас А, в учреждениях образования и культуры. Ось тут Поэтому есть комментарий тебе. Как это со спортом у нас плохо? А Еврогульб еще год назад все медали были нашими. ну, потому Гэта что ж галодныя гульні назвалі, разумееце, сябры, іх не просто так назвалі, гэта дзейсна для Беларусі было вельмі ну, цяжка несці, тому што мы не готовимся к таких какая-то мероприятиям. страна отказалась проводить евроигры из-за того, что они слишком дорогие. Не Голландия или Бельгия, я не помню. Какая-то бедная европейская страна. Так, а у нас ёсць грошы на гэта ўсё. Ну, на жаль. Никто никогда не будет выдавать кредиты, не будет выдавать квартиры так просто. Другое дело, под божеский банковский процент, скажем, 1,5%, но для нас это утопия. Сябры, при нашей инфляции это просто ну, физично немагчыма. У крэдыт закладываецца інфляцыя, яны павінны лічыць, потому што грошы яны ж абясцэньваюцца, і якой сэнс банку страчаць на гэтым грошы. Таму не, мы пра крэдыты ў 1,5%, мне здаецца, нават пад 3%, і зараз пад 5% можам толькі марыць. Таму ў гэтым сэнсе пра кватэры гэта трэба агульны такі стрым рабіць, таму што ну, гэта балючая такая тэма для беларусаў, для ўсіх. Таму я хацела б у цябе яшчэ спытаць адно цікавае пытанне. У мяне ёсць актывісты народнай грамады. Вот ты як адзін з нас, можна сказаць, што ты можаш сказаць пра сваіх сяброў? Якое натхненне ты атрымваеш і як мы можам дапамагчы людзям, якія ну, не мяркуюць сябе актывістамі, напрыклад? Ну, активисты народной громады, они очень-очень разные. Я даже не могу сказать, что их объединяет, кроме желания, чтобы страна стала наконец-то нормальной. А так это представители самых разных слоев населения. Тут и рабочие, причем такие стереотипные. Настоящие рабочие, как посмотришь на такую морду, блин, и сразу понимаешь, что это настоящий рабочий, а не какого-нибудь там ботан вроде меня. Вот. Там есть и педагоги, там есть и бывшие дипломаты, которые в ООН работали, кого только там нету. Много военных, вот еще с 90-х годов, которые пришли с Николаем Садкевичем. Очень разные люди. Единственное, что нас объединяет, это, да, это желание, чтобы наша страна стала нормальной. Значит, что ты говорила по поводу, как помочь активистам? Як мы ведаем, як актывісту можа дапамагчы, людзі, якія не мяркуюць сябе актывістамі, як мы можам на іх, ну, як мы можам ім нашу энергію ну, яшчэ больш аддаваць, разумееш, чтобы, ну, мы паміж сабой разумеем, як вот гэтым усім пазітывам трэба натхняцца. Людзі, каб нас спрымалі, ведаеш, мы ж дыскрэдытаваны вельмі, мы ж такія, ну, крыкуны заўсёды. Актывісты зараз, ну, як паказвае практыка, папераду ідуць актывісты, але за актывістамі павінны яшчэ і людзі далучацца, таму што, ну, мы ж не адзіныя, гэта ўсё зробім. В 2017 году была такая ситуация, когда Статкевич долго-долго выводил небольшое количество людей на акции протеста, всяких там предпринимателей и тому подобное. Это было в 2016-м. Вот. И когда призвали на первое шествие нетунеядцев 19 февраля или 17 февраля 2017 года, вот. Тогда люди тоже смеялись, говорили, эти крикуны опять 500 человек выйдет, но вышло, по-моему, 5005 тогда. Да. И после этого рвануло по всей стране, и начали, знаете, что начали говорить? А где Статкевич? А чего к нам, не знаю, в Барановичи не приезжает? Поэтому, когда спрос появляется, когда у протеста сносит крышку... Пані Марина, давайте я вас долучаю до трансляції, тільки, каб у вас трансляція паралельно не йшла, каб гук не гальмував, добре? То бок, ну, будьте з нами у Zoom, будьте з нами, ви праз Telegram, а ми у Zoom, і ми, ну, будете чуть нас, а ми будемо чуть вас. Угу, все, я вас вивожу у ефір, дякую. Не кладіть трубочку. Пані Марина з нами, зараз ми виведемо її на УГУК. Пані Марина, ці ви чуєте нас? Так, привіт. Прывітанне. Пані Марына, мы ўжо паспелі абмеркаваць пытанні, якія тычацца Мікалая Статкевіча. Хацела б з вами прыватна яшчэ абмеркаваць.
Калі нам чакаць яго і як зараз умовы на Ахрэсціна, то бок там, дзе ён адбывае свой тэрмін? Так, ну, скажем так, у адпаведнасці з пастановай Миколай был отуджены на 15 суток, и этот термин заканчивается, завершается 15-го, то бок у понятелак, 10 каля 12 гадзін. І вось тут ёсць разначытанні, якія толькі падтвярджаюць, скажем, маю перакананасць у тым, што людзі, якія яго скралі, ніякага дачынення да праваахоўных органаў не маюць. Бо выкралі яго 10 без 15-12, а на мой запыт у ЦИПе отказали, что выйти на волю он повинен здесь в 12-20. Бок, где он находился вот этот промежок часу, мне до сёння не вядомо. Калі он потрапіў у руки так званых праваахоўнікаў прынамсі. Што тычыцца умоў у ЦИПе, то на сённяшні дзень карыстацца толькі сведчаннем наших с вами агульных сяброў, якія там пабывалі апошні час. Скажем, гэтыя умовы не вельмі адпавядаюць тым уяўленням аб выкарыстанні дапамогі, якая была выделена, я вот не могу зараз докладно сказать, ці то Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця, то Сусветным банкам на пераабсталяванне вот этих вот установ. Прынамсі там дрэнна дастаткова з асабістай гігіены, там не вытрымліваюцца патрабаванні душу як мінімум раз на тыдзень, там шмат людзей, якія не маюць сталага месца жыхарства, і апрацоўка якіх пры паступленні вот эту установу не праводзіцца. І таму, безумоўна, там ёсць вошы, безумоўна, там дастаткова дрэнна з гігіенай. Але ў параўнанні з тым, што было 10 год таму назад, усё ж такі перамены да лепшага маюцца. Пані Марына, мы бачылі паведамленне, што забараняюць зараз прымаць у некаторыя дні пасылкі, і некаторыя рэчы нават яны не даюць прымаць. Это не зусім правільна, ўсё нашмат горай насамрэч. Пасля таго, як пачаліся вот гэтыя масавыя затрыманні людзей, якія ходзілі на легальныя пікеты, у ЦИПе, я думаю, не по доброй воле, а тем не менш пачаліся так незаўважныя і вельмі хуткія штодзённыя практычныя змены. Ну, напрыклад, на працягу доўгіх гадоў у ЦИПе перадачкі прымалі заўсёды, кожны дзень, з 9 до 12, без усялякіх там выходных дзён. Раптам у гэту суботу, пра мінулую суботу, на дверях Центра изоляции правопорушенников з'явилася шильдочка, что оказывается суббота и неделя выходные. Это раз. Это была первая, так бы мовить, ластовочка. У понедельник раптом резко погоршилась ситуация с передачками. Принамсі, она и так была самая, мабуть, горшая в Украине. Бо у ЦИПе, например, неможливо передать аніякую ні городину, ні садовину, сыр, цибуля, часник, яблоки, все, лимоны, все это лежится псуючимися продуктами, и там вот это вот все неаволеным перададено быть не может. А уже с понятия им заборонили приймать газеты, книги, осадки, ручки, папір. То, что увогуле правила усталёўваюць як абвязак, скажем так, вот этой системы отбытия административного ареста дозволить иметь человеку при себе. Кроме того, у правилах абсолютно докладно указано, что адзінае абмежаванне, якое тычыцца вагі, тычыцца вагі продуктаў, якія зняволены можна мець пры сабе 5 килограммов. А уже с понеделька всем, скажем так, свои мамки приходили с передачками, доказывали, что это абсолютное обмежаванне, что чтоб ты там не передавал, хоть ботинки, хоть тапочки, хоть воду, хоть продукты, агульная вага не может быть больше за 5 килограммов. Ну, а у сяду просто посередине вот эту кассу приема передачек частку людей приняли, а остальным сказали, а все, без всякого тлумачения не прийматься не будет. Вот на мое запотребование потлумачить причины сказали в связи с эпидемической ситуацией. Мусила написать, скажем так, все, что
каргу прапаноў, але да сённяшняга дня ни я, ни адвокаты не атрымалі документа, якім вот эта вот эпидемическая ситуация признанная погоршенной. Ну и еще одна маленькая ремарка. Нават у больницах, где утрымліваюцца хворыя на COVID люди, в спецыялізаваных перапрофіляваных больницах перадатчики для хворых прымаюць. У ЦИПе, наадварот, в умовах страшной спякоты, в умовах погрозы инфекции, ни вода, ни маски, элементарные вот это гигиеничные сроки перестали прийматися. То бок, я думаю, что свядомо ставить наших близких под погрозу заражений, захворювання, вот так вот ніяк. Это коли без эмоций. Пані Марина, ось готується акція на 14 число, там будуть пікети проводяться, кормлення голубоў, і активісти, ну, яны лічаць неабходным пачакаць тых кандыдатаў, за якіх яны готовы пакінуць подпісы свае. Распавядзіце, калі ласка, як вы бачыце ўсё гэта, і звярніцеся, мабыць, да нашых сяброў, каб яны нас пачулі, што гэта неабходна рабіць, таму што зараз актывісты, якія знаходзяцца не з намі, яны роўна за гэта выходзілі, каб у нас была магчымасць свае правы абараняць. Леночка, я не зовсім не зрозуміла, що значить почекати кандидати. Підтримати кандидатів. Підтримати, це інша справа. Ну, справа в тим, що на сьогоднішній день, скажімо так, на мероприємства, які відбуваються у відповідності з Виборчим кодексом, ніяк не може бути розповсюджено день закону об масових мероприємствах. Чим зловживають, вельми активно зловживають під час цієї кампанії так звані правоохоронні органи. Передвиборчі так звані пікети, вони підпорядкуються закону, не закону об масових мероприємствах, а менавіта Виборчому кодексу. Люди мають право знаходитися на вулицях городов, свободно виказувати свою думку, передати свої голоси за любого подобаного ими кандидата. Что тычыцца нашей конкретной ситуации, то это яшчэ, казала, вот гэта вот кампанія, гэта яшчэ такая дастаткова нечаканая, але вельмі эфектыўная форма выказвання сваёй незгоды, што адбываецца ў краіне. Вы добра ведаеце, уже, мабыць, не один раз абмяркоўвалі, што люди стали вот таким вот чином выказваць пратэст. Просто стаять у чергах, просто отдавать подписи за кожнага незалежного кандидата. Я думаю, что люди, які розпочали этот процесс, знаходяться у зняволенні, то это натуральное абсолютно, як у моїм уявленні, скажем, жаданне людей їх підтримати. Навіть коли это виглядає просто постоять лишний раз у черзі, або покормить голубов, або можете повязкать кулак. Все то, что является натуральным правом человека и натуральным выражением его свободы думки, свободы меркавання в нашей краіне чамусьці становится крамолай. Я могу только сказать одно: нельга бояться. Час вот гэтай улады уже давно сышоў, и вот то, что зараз адбываецца, оно, кожны крок, які яны зараз робяць, он не на карысць этой уладзе. Это кожны крок просто наближае яе конец ганебнага перыяда ў жыцці нашай краіны. Вот у моєму уявленні це так. Щиро дякую. Пані Марина, розповідіть, коли ласки, трошки про ваших активістів. Як ви, якими очима ви глядите на їх, і які, мабуть, події, зв'язані з активістами, ми міркуємо, можуть відбутися у нашій країні? Дивновате питання. Я думаю, у нашей партии, так, там явно идет так эхо, так? У нашей партии собрались и самые смелые, самые мотивованные, я думаю, самые мужные люди нашей краины. Легко быть смелым, что называется, мужным и последовным, коли просвета не видать. Так вот, с нами разом, я еще раз повторюся, самые смелые, самые мужные, самые свободные люди у нашей країни, які достатково давно
не на ситуацию реагуючи, а сходячи со своего гонору и сумления, приняли решение, что они готовы стоять прав, стоять непохисно, стоять в любых умовах и зближать любым доступным нам способом у той час, коли Білорусь нарешті стане Білоруссю для життя, країною, про яку ми маримо. Так, до речі, я спитала у вас, задала гэта пытанне, прабачце, для таго, каб наступнае пытанне больш не разгорнута было, як можна дапамагчы актывістам, што мы чакаем ад людзей для сябе прыватна, то бок, ну, як вы мяркуеце, якая дапамога нам зараз можа быць з боку людзей? Ну, ёсць банальныя абсалютна рэчы, і можна было бы не абмежавацца, сказаць, што заўсёды солідарнасць зворачвае горы, скажем так, і мяняе ситуацию, ну, неверагодна, скажем, адлеглую, часто нечакана. Але ў дадзенай конкретно нынешняй ситуации, я думаю, что самая лучшая нам допомога просто не бояться, просто приходить и становиться побач з нами. Бо урэшце-рэшт, я думаю, что прыйшоў час для перамен, і чым больш людзей будуць дэманстраваць сваю гатоўнасць да гэтых перамен і жаданне гэтых перамен, вот такими вот вельмі мірнымі, вельмі простымі і вельмі, скажем так, нескладанымі у выкананні метадамі, як выйсці, аддаць подпіс, пастаяць гадзіну ці колькі там на, ну, уже звыклых вызначить. Помолчать можливо нават. Ведаеце, есть такі выраз, я буду гучно молчать. Так вот, у дадзеным выпадку наше молчание, наши чэргі, наше кормление лугов, это вельмі гучное молчание. Вот, як по мне, это лепшая допомога. Все остальное вельмі важно, але оно заўсёды было. И допомога на перадачки, и дежурство в судах, просто психологичная некая подпора. За что я завжди была шчыра удзячная. Вось пані Марына задаюць пытанне, што зараз з Паўлам Северынцам, наша Вероніка Мішченка, з Ольгай Нікалайчык, мабыць, ёсць нейкія звесткі пра іх, што адбываецца? Я яшчэ раз паўтару, што, ну, это вельмі наіўна, калі шчыра думаць, калі людзей запіраюць вот таким гвалтоўным чынам, то запіраюць іх для того, каб яны маглі дзяліцца нейкімі звесткамі. Адзінае, што мы для іх маглі да серады рабіць, это перадаваць ім перадачкі, каб яны маглі неяк крышачку лягчэй пераносіць тыя умовы, якіх знаходзіцца. Але вот з минулага тыдня перакрылі доступ адвакатаў у ЦИП, у изолятор часового утрымання, таму у нас няма абсолютно ніякай інфармацыі аб тым, што за не адбываецца. Але я вельмі прашу, ніхто яшчэ не перакрыў доступ, я спадзяюся, да Telegram, да лістоў. Нават калі гэтыя лісты і тэлеграмы будуць выдадзеныя нашим сябрам пры вызваленні, это все равно, ну, фактор уплывае не только Не только на активистов, але и на ментов. люди вытрымаюць это, але падтрымка павінна і мае быць. Тэлеграма на адрес Мінск, першы завулак Крысціна 36, в центре доляды правопорушальников, Вероніка Мішченка, альбо Ольга Нікалайчык, альбо Павлу Северынцу, альбо Александру Лютішнікову і астатнім нашим сябрам, Николаю Статкевичу, ну, будзе додатковым фактором, які будзе, скажем, расхистывать, я бы так сказала, стан супрацоўнікаў этой установы. Не вельмі добры зв'язок, на жаль. Так, пані Марына, вось міжнародная салідарнасць, якую мы зараз бачым, якая яна для нас, ну, якую яна можа дапамогу зрабіць у сённяшняй сітуацыі, то бок як міжнародныя арганізацыі могуць выправіць сітуацыю, якая зараз адбываецца ў Беларусі, альбо, ну, ціск гэты трохі зняць з людзей? Я б сказала так, что
все, что отбываецца ў Беларусі, ситуацию, якая у нас адбываецца, могуць выправіць толькі беларусы. Ну, спадзявацца, што нейкі прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и усталюе у нас демократию, безумоўно, это абсолютно марно. Але вот с моим, скажем, вялікім опытом чакання и, будем говорить, стаяння по один из галоўных моих жыццёвых принципов человек и парада, просто стойте прямо. Заўсёды стойте прямо. Это самая эффективная канчаткового выніку позиция. Як бы там, что б вокруг вас не отбывалось. Вось, вот у таких вот воронках международная солидарность, ну, она просто умацовывая. Она дае надею, что мы не кинуты. Заўсёды вельмі важно адчуваць, что ты у вялікім сэнсе. Ты краіна, ты люди, якія прагнуць перамен, ты не один, что вокруг тебя есть люди, якія готовы прийти тебе на допомогу, у чым бы она не выявлялася. Ну, например, на сегодняшний день, бодай, что мы ведаем. Кіраўнік группы по Беларуси Европейского парламента Петрас Аўстрявіч зрабіў уже 2 заявы с потребованием, ну, от имя Европейского парламента, с потребованием неоткладного вызволения політичных вязнів и демократичных активістаў, які вот таким вот гвалтоўным, абсолютно супрацьзаконным чынам зараз знаходзяцца ў зняволенні. Мы ведаем, што урад Злучаных Штатаў Амерыкі працягнуў санкцыі супраць пэўных беларускіх, скажем так, суб'ектаў. Але я спадзяюся, што чым больш надзейна, чем больше просто мы будем стоять у свободе, тем больше будет эта поддержка. Это заўсёды так. Бо калі люди твердо стоять у своих мэтах и у своих перакананнях, это заўсёды мае нейкі подгук и заўсёды выкликае суперажыванне и дапамогу. Поверьте, все залежит только от нас. И тады увесь свет дадзе нам падтрымку. Дякую шчыра, пані Марына. І вось такія астаннія пытанні. Якой вы бачыце Беларусь краінай для жыцця? Гэта краіна ў маім сэрцы жыве заўсёды. І я думаю, што вот зараз яна, праз цяжкія, мажліва, выпрабаванні, але все бліжэй і бліжэй. Вот все ж докладно, вот эта вот назва, она вельмі потрапила, мабуть, у чаканні краіны для жыцця. Я хочу жить у краіне, якой я буду ганарыцца, я буду ёй жыць. Я хочу жить у краіне, у якой чалавек будзе гучаць сапраўды горда. І у якой, урэшце рэшт, я буду ведаць, што калі у мяне ўзнікла праблема, то я могу звярнуцца ў любую дзяржаўную установу, бо кожны з чыноўнікаў, якія там працуюць, ён наняты народам і працуе дзеля таго, каб мне дапамагчы. І я хочу, каб самае лепшае, што ёсць зараз у беларусах, вот іх самыя лепшыя вартасці, разумовыя, каб яно запатрабавана было ў сваёй краіне, каб нашы мары збываліся дома, каб нам не трэба было дзеля рэалізацыі з'язджаць на край света. Просто умовы, каб творчы патэнцыял чалавека развіваўся, яны былі створаны ў нашай краіне. Вы просто не пазнаеце беларусаў. 1000 разоў уже сказано. Як толькі у беларусаў з'яўляецца надзея, вы іх просто не пазнаеце. Я згодна. Шчыры дзякуй, пані Марына. Трымайцеся, калі ласка, мы побач з вами. Мы робім усё магчымае ад сябе, каб выцягнуць Мікалая Віктаровича і каб данесці яго думкі вось у такіх складаных умовах. Мы не зліваем яго, мы не адгартаемся ад яго, мы ідзем побач з ім, побач з вами, і мы ведаем, якой цаной гэта ўсё. Так, Сергей Сергеевич, мабуть, нечто хочет додать? Про Комаровку не задали еще вопрос. Комаровку, ну так, 14-го мы обмерковали, мы идем подтримывать. Так, я думаю, что это наше неотъемное право подтримать людей, які змагаються за нашу свободу, подтримать людей, які виказали свою волю до перемен. Ніхто нас не може спинити у этом. Можна. Ми прийдемо, як обіцяли.
не розбіть, не спиніть, не стримати. Так. Щиро дякую, пані Марина. Сподіваємося, що ми наступний раз проведемо вже онлайн-конференцію. Бережіть, коли ласка, себе. Ми вас вельми цінуємо, поважаємо і від себе кажу, вельми щиро люблю. Тому дякую щиро, що ви сьогодні долучились до нас. Дякую, Вікі. Всього доброго. До побачення. До побачення. До побачення. Всього доброго. Там были пару Ми вопросов с- в чатах. Так, ми зараз попрацюємо з чатом. Просто не вельми добрий зв'язок був, і я не хотіла, щоб я зникала час від часу. Там питання, на які ми можемо відповісти. Сябри, ми вельми її цінуємо, ми її вельми обороняємо від ось таких стресових ситуацій. Насправді, я приватно від себе кажу. Я веду, що Сергій так само так робить, тому що її насправді зараз вельми складано. І треба це розуміти. І я бачила повідомлення з чату. Гэта не смешна про аэропорт. Вы павінны разумець, што у яе Мікалай Статкевіч быў доўгі тэрмін за кратамі. Зараз ён таксама адсутнічае. То бок, давайте яе трошки, я не ведаю, як гэта карэктна сказаць, но не будзем над ёй здзеквацца. Яна гэтага не заслугоўвае адназначна. Мы яе вельмі абараняем, беражэм, тому што гэта наша пані Марына, гэта наш гонар. Правильно я все кажу, Сергей? Ну да, но, по-моему, вопрос как раз про аэропорты, это довольно актуальный вопрос для Беларуси. Распавядзі, калі ласка. Мы, калі ведаем гэтую ситуацию, мы можем распавесці яе. Я павяртаюсь у чат, зараз будем з вами размаўляць далей. Распавядзі, калі ласка, про аэропорт. Я не знаю насчет конкретно Брестского аэропорта, но в Гродно, например, был аэропорт, теперь он не работает. И даже при советской власти было нормально, когда какие-нибудь молодые художники из Гродно позвонили в Минск и сказали: давайте мы к вам приедем в гости, например, бутылочку разопьем. Они ехали, распивали бутылочку на самолете в тот же вечер. А сейчас закрыли. И теперь для того, чтобы слетать банально в какую-нибудь Чехию или куда угодно, нужно ехать или в Киев, или нужно ехать в Вильнюс, потому что там дешевле, чем в Минске. То есть это, на самом деле, проблема очень серьезная. Это проблема, связанная с неэффективностью вообще в целом белорусской экономики. Потому что задача, на самом деле, большинства экономических активов в Беларуси — это не развиваться как-то, не приносить пользу государству, людям или даже их владельцам. По факту, экономические активы, очень многие в Беларуси, это феодальные активы. И они приносят даже не капиталистическую пользу. Даже не будем говорить о том, как это происходит в нормальных цивилизованных странах, типа той же Финляндии, например, да, где польза идет в значительной степени для всего народа. Но есть элементарные законы капитализма, дикого, например, да, которые работают. Вот. Но у нас даже эти законы не исполняются. Если бы у нас были законы нормального дикого капитализма, то у нас в каждом бы нормальном городе был бы аэропорт, потому что спрос есть на самом деле. Да. Очень многие люди ездят в Вильнюс, ездят в Киев, им это получается дешевле, чем лететь из Минска самолетами Белавия. Это искусственно созданная ситуация, и единственное, кто от этого получает пользу, это белорусские чиновники. Насправді у нас же ж працює антимонопольне гэта законодаўства, разумееш, але калі мы бачым вось такія рэчы, дзейсна тут тут конкурентнай і рынковай нічога няма, толькі на папере. В Украине была прикольная ситуация, когда какой-то украинский крупный чиновник говорил Саакашвили, что на самом деле не нужны никакие дешевые рейсы из Одессы в Киев. Вот, после чего этот чиновник улетел в Верхтаманшками со своего поста. Вот, и эти рейсы появились из Одессы в Киев, и все этим очень были довольны. Так что и у нас тоже, человек 10 каких-нибудь чиновников выгнать нафиг с их теплых местечек, сделать, чтобы эта индустрия развивалась нормально, эта отрасль, и будут у нас везде нормальные аэропорты, и можно будет летать по нормальным ценам. Это нужно не только каким-то богатеям, это нужно самым обыкновенным людям, потому что во всем мире пенсионеры летают на самолетах дешевых, на отдых, за свою пенсию им этого почему-то хватает денег, а белорусы не могут это сделать. Я бачу, што
Мабуть, мне не вельмі корректно адбіваецца трансляцыя. Паглядзі, калі ласка, ці ёсць трансляцыя, таму што ў мяне я нешта не бачу, каб ну, мабыць, у мяне гальмуе тэлефон. Дарэчы, я б хацела зноў звярнуць увагу, вось пытанне было з чату, што будзе з мовай, што будзе з эканомікай і іншыя рэчы, якія зараз павярнусь. Какая она будет с языком, с экономикой, с армией, с культурой, милицией? Я хочу знать, какие планы. Вопросы из чата. Расповеди трошки про культуру. У нас есть программа, она опубликована на сайте «Народная громада». Сайт называется hramada.org, первое H, hramada.org. И там на главной странице вы сможете найти программу, страниц на 80, называется «Беларусь, которую мы построим». И там более-менее это прописано. Кроме того, есть еще короткие тексты. Например, текст Саткевича «8 проблем и 8 решений». И на большинство самых главных вопросов там даются довольно простые и понятные ответы. Но кратенько, что касается культуры, то здесь мое личное мнение, что государству нужно как можно меньше лезть в сферу культуры. Задача государства только поддерживать. То есть выделять определенные средства на сохранение культурных памятников, на проведение культурных фестивалей и тому подобные вещи. Вот. И как можно меньше в это лезть, потому что у нас этим занимаются чиновники, которые ничего не понимают. Да. Вот я опять же вспомню город Гродно. Вот. Это средневековый город. Там улицы, там брусчатка, как в нормальных средневековых европейских городах. Но когда приехали эффективные менеджеры, назначенные Лукашенко, в основном из колхозов, вот, они начали эту брусчатку заливать асфальтом. И абсолютно то же самое происходит вообще во всех отрастях культуры, куда эти люди своими лапами дотягиваются. Поэтому чем меньше государство будет туда лезть, тем лучше. Пусть проблемами живописи занимается союз художников, пусть проблемами музыки занимается союз композиторов и тому подобное. Вот. А государству туда лезть нафиг не надо. Пусть дают деньги. Это все, чего мы от него должны требовать. Мой найулюбленіше на моє питання, калі ласка, скажи, што будзе з мовай, тому што пастаянна мяне, як беларускамоўную, пастаянна мяне спытаюць, што вы там будзеце рабіць з мовай, як вы ставіцеся да моўнага пытання. Ну, для мяне прыватна яго не існуе, таму што я размаўляю тую мову, якой мне зручна размаўляць. Распавядзі, калі ласка, як ты глядзіш, вось, ну, ты сёння такі умоўны баланс для мяне, то бок я па-беларуску сёння размаўляю, ты па-расейску. Что будет отбываться помеж нами? Ну, у нас в Конституции прописано, что у нас 2 государственных языка. Вот. И у нас в программе тоже прописано, что должно быть 2 государственных языка. Но там есть очень четкое дополнение к этому. У нас должно быть реальное двуязычие. Что значит реальное двуязычие? В реальности сейчас в Беларуси двуязычия нету. В реальности сейчас белорусский язык в очень сильном загоне. Вот, и идет по факту русификация. Причин тут много. Одна из причин – это целенаправленная политика Лукашенко, которую он начал еще в 90-е годы. Тут я не буду очень сильно вдаваться в подробности, но суть в том, что нам нужно сохранить оба этих языка. 2 причины. Значит, во-первых, белорусский язык сам по себе – это культурное достояние, это часть нашей истории, и это указывает на то, что мы все-таки отдельный народ со своей культурой, со своей историей. И это для нас важно, в том числе, если мы хотим сохраниться как государство. А если мы хотим как-то на своей земле решать свои вопросы, не ездя там в Москву или в Варшаву или в Киев, а чтобы мы могли решить эти вопросы сами, в своих интересах. Это имеет отношение также и к деньгам. У нас будет больше денег, если мы сами будем решать, куда мы их будем тратить, а не если это будет решать дядя в Варшаве или в Москве. Но это должны решать у нас. Желательно в Барановичах, в Гродно и тому подобное, не только в Минске. Для этого нам нужно сохранить государство. А для того, чтобы сохранить государство, нужно использовать все средства, в том числе сохранить нашу культуру и историю. Но тут есть такой вопрос, что очень много русскоязычных, которые боятся, что белорусский язык будут навязывать. Это очень большая опасность. Прежде всего, это опасность для белорусского языка, потому что мы помним, как это было в 90-е годы, и как очень многих напрягало то, что белорусский язык навязывали. Когда, ну,
из моей личной жизни, когда мне в школе рассказали, что белорусская мова — это мова моей матери, мне было, немножко странно. Вот, и мне это навязывали абсолютно совковыми методами. Что это вызвало? Только отторжение. Вот. Ни в коем случае нельзя допустить такого. Как мы можем сейчас поднять белорусский язык до уровня реально второго государственного языка? Самое главное — это заставить чиновников его знать. Если мы заставим чиновников знать белорусский язык, если каждый чиновник будет сдавать экзамен, если он не сдал на 9, а лучше на 10, то он не сможет занять этот пост. Поэтому и президент, и премьер-министр, и какой-нибудь депутат маленький в райсовете, он должен знать белорусский язык очень-очень хорошо, должен знать белорусскую литературу, без этого не имеет права занимать никакие государственные посты, потому что это вопрос национальной безопасности. Вот. И тогда люди, родители будут понимать, что белорусский язык имеет смысл, что он нужен не только для того, чтобы в школе там сдать на 5, на 10 там, белорусский язык и мову и забыть об этом, а для того, чтобы потом иметь путевку в жизнь. И тогда люди сами будут чисто для себя, ради своего будущего, ради будущего своих детей тоже изучать этот язык. И все будут довольны. И никого не будут давить, ни на кого не будут нажимать, и все будет отлично. Вот, поэтому реальное двуязычие. Каким образом заставить чиновников знать белорусский язык? Ну, еще можно немножечко повысить затраты на определенные сферы культуры, например, больше давать Союзу писателей, они будут больше писать хороших книг на белорусском языке, например, ну и тому подобное. Значит, может быть, понемножечку повышать количество белорусскоязычного контента по телевидению, на радио и тому подобное. Вот. Это тоже имеет определенное значение. Никакого навязывания, очень аккуратно, чтобы не снижалось общее качество. Вот. В принципе, у нас есть, например, отличные белорусскоязычные группы. Ну, давайте пускать их вместо Киркорова. Ну, пусть это будет не 100%, пусть это будет 40%. Ну, мы вполне можем нормальное качество контента давать на 40% нашего радіо. До речі, я б тут хотіла додати тебе трошки. Сябри, я розмовляю білоруською мовою не тому, що мені хтось там принижає, або ніхто там не сказав, Лена розмовляє білоруською мовою. Слухайте, я обрала для себе пригожу мову. Мене розуміють, мені зручно. Я відчуваю себе, вельми цудовно в цьому сенсі. Мені частіше кажуть, чому ти не розмовляєш російською? Кажи на російській. Таким чином, у мене вже забирають мої прави і кажуть, ми тебе там не хочемо чути білоруською, розмовляю російською. Але це моя приватна історія. Я завжди казала, що я обираю виключно ліпше, і зараз я для себе почула. І тут, до речі, до тебе Олексій Киреєв звертається і каже, скажи, живи Білорусь. Живе Білорусь. Я не ведаю, насправді. Ось Пірс Найдерс пише, білоруська тут гарна прикол, і цікава, можно має прикол я один історію. скажу? Можно прикол? У меня постоянно в протоколах пишут, что я размахивал руками, по-моему, и кричал «Живе Беларусь». Я этого ни на одном митинге не кричал. Ну, нам усім клеїть, а зараз сюди я ще додалось топ-таракан, тому раніше 3 позиції було, це «Живи Білорусь», «Сиходь» і нічто ми ще кричали, а зараз ще топ-таракан у нас з'явився. Я вообще никогда не кричу на митингах, я только рот открываю для виду. Ну, Валентин Троцький так само, він навіть і рот не відчиняв, розумієш, але 15 суддів плечі отримав, дай Боже. Тобто я, навіть, коли ніхто не ведає цю історію, я приватно була свідком на цьому судилищі, у мене були відеофайли по хронометражу, який замовили ось це звинувачування, які вони казали, що іменно у цей період він кричав, а Валентин, він стояв, і він просто, йому дренно було. І на кадрах, моїх кадрах бачить, що він нічого не кричить, він навіть амаль не розмовляє. Але в той же час, коли пропонував адвокат зробити експертизу, як лучше він це робив, суддя відмовила і винесла йому виник 15 сотнів, що, все одно він кричав. А ні одного доказу не було, і я у той час вельми хотіла розплакатися, тому що, ось же ж вам показують, як воно було насправді. Ви ж самі замовили цей час. Ви ж 2 свідків гэтых злочинних привели у суд, каб яны під розписку казали свідчення свої, брехливі собаки ви, коли ви нас глядите. Ось, розумієш? І що? 15 сотнів. Нічого, це не працює.
Тихановского судили где-то в декабре или в январе, я не помню, за акции декабрьские. И там было написано, что вместе с Тихановским присутствовали кто там, Треченко, Спариш, еще кто-то еще на «С» фамилии, штук Так, да. 6. И Так. самое прикольное, что с половиной из этих на «С» я был вместе в это же время в другом вообще месте города, мы не шли на эту акцию. Вот, они просто взяли список на «С» и поставили, чтобы нужно было засадить этого Тихановского на 15 суток, или сколько там ему дали тогда, и написали. То есть это настолько смешно. Суда в Беларуси нету. И когда говорят, чего же вы там не жалуетесь, пишите жалобы в Верховный суд, в ЦИК, еще куда-то пишите жалобы. Просто люди не понимают вообще, в какой стране живут, наверное, или не хотят понимать, я не знаю. Суда нету. Ну, вось Ларі Ленц піша, можна размаўляць на якой мове жадаеш или дзяржаўная мова беларуская. Ну, я тут пагаджаюсь полностью. Я не лічу, што гэта нейкі патрон просто, што беларусы не размаўляюць беларускай мовай. Гэта хлусня, сябры, велічэзную колькасць сяброў ведаю. І, дарэчы, Сергей пацвердзіць, на плошчы амаль усе размаўляюць беларускай мовай. Вось чалавек нават калі ў звычайным жыцці не размаўляе, ён прыходзіць на плошчу і ён усё ж так альбо інакш ён спрабуе размаўляць беларускай мовай. Гэта нават мы бачылі, калі людзі ставіліся да мікрафону і яны спрабавалі нагадаць тыя словы родныя, якія яны вывучалі там 30-40 гадоў таму. Таму беларускай мове проста прыдзяляецца вельмі мала часу, дзейсна. І мы займаемся гэтым пытаннем, нам не трэба падмяніць мовы. Трэба, каб кожны беларус просто адчуў родную мову і пачаў ёй размаўляць. І ўсё. То бок тут навязвання ніякага няма. Немагчыма каханне навязаць, разумееце? Як кажуць, расійская насільна мел не будзеш. Тое ж самае з нашай беларускай мовай. Немагчыма яе пхаць. Альбо ты яе адчуваеш і ты гэтай мелодыяй размаўляеш, альбо ты абіраеш іншыя мовы, на якіх цябе разумеюць. Нема пытанняў. Я таксама датрымваюсь тут пазіцыі, што просто трэба аднаўляць беларускую мову ў краіне. Нужно, но проблема в том, что государство — это такой инструмент, который часто используют не во благо. И очень легко действительно прийти к такой ситуации, когда будет именно навязывание, и навязывание очень глупое и во вред. Поэтому нужно быть очень аккуратными. В первую очередь нужно создать более сильный спрос. Это с одной стороны, как я уже сказал, это нужно бить по чиновникам. А второе — это аккуратно повышать количество и качество. Очень важно качество контента, чтобы люди хотели слушать то же самое радио или телевидение по-белорусски. Сейчас это больше уже в интернете будет. То есть нужно создавать качественный контент, и тогда все будет само нормально развиваться, и будет возрождение. Но это невозможно, если мы не уберем, опять же, Лукашенко. Потому что есть такие, знаете, отрадженцы, которые сидят, говорят, давайте мы будем тут заниматься отраджением белорусской мовы, не надо никакие площади, вы тут по пегафоны, вы подставляете нас и тому подобное. Давайте мы будем тихо, спокойно заниматься культурницкими проектами. Так вот, что я таким людям могу сказать? Если наша страна исчезнет, то эти культурницкие проекты в России точно никому нужны не будут. И будет не просто русификация, как при Лукашенко, такая медленная, а будет реально уничтожение. Жорсткая вельмі, так. Конечно. А тут задаюць нам пытанне наконт БЧБ, пагоні, ці будзем мы яе павяртаць. Я ведаю адказ на гэтае пытанне, але можаш свае меркаванні, магу я адпавесці, як зручна. В программе у нас, по-моему, написано, что мы будем бороться за то, чтобы эти символы были возвращены, но, естественно, в любом случае решать должен народ. То есть референдум 96-го года был незаконным. То есть в любом случае, когда к власти придут демократические силы, референдум о смене герба должен быть отменен. И, соответственно, будет возвращена символика 94-го года. Но никто не будет мешать провести еще один референдум уже демократический. Почему бы и нет? Пусть народ решает, какая символика ему больше нравится. Мы ад сябе робім усё магчымае, каб, канешне, БЧБ за пагоняй ёсць прыгожы гімн да яго. То бок у нас там поўны камплект вельмі такіх рэчаў, якія проста кранаюць душу і сэрца беларуса, таму, канешне, гэта ўсё для нас роднае, але зноў жа ж такі навязаны. Слухайце, мы дэмакраты, сацыял-дэмакраты, які у нас увогуле такое навязаць, падвязаць, нешта кагосьці заставіць зрабіць, у нас такога нельга рабіць, таму што мы вольныя абсалютна людзі. І зараз мы з вами размаўляем, таму што вось нам захацелось сёння выходзіць у эфір, размаўляць з вами. Нам ніхто не казаў, што вы павінны, альбо вы забавязаны.
Не, мы все гэта робім ад сябе, і Сергей шчыры дзякуй, што ён сёння мяне падтрымаў, таму што былі нейкія тэхнічныя ў мяне праблемы з звязком з Марынай Михайловнай, і вось ён кінуў усё і выйшаў з вамі паразмаўляць. Таму шчыры дзякуй, мы не пакідаем. Я ўпэўнена, калі Вераніка Мешченка павернецца, паглядзіць усё гэта, яна скажа: ну вы, хлопцы і дзяўчаты, даеце. Я прапаную ўжо, мабыць, трошкі завершваць. Уже доўгі час ідзе стрым, мы амаль 1,5 гадзіны ў эфіры. Я лепей мы пазбіраем яшчэ пытанні з чату. Народная грамада, калі ласка, сябры, долучайтесь. У описании есть... Можно еще коротенько, тут два важных вопроса было. Так. Армия и милиция, да? Так. Значит, про милицию мы уже сказали кратенько. Могу только добавить по поводу так называемых люстраций. Есть определенное количество людей, которые совершили серьезные преступления. Ну, такие, как, например, некоторые считают, что товарищ Павлюченко, например, совершил преступление. Ну, то есть убийство людей, например, да, серьезные преступления. Эти люди, безусловно, должны понести полную ответственность за свои действия. Есть люди, которые совершили преступления менее серьезные. Ну, например, они соучастники задержаний каких-нибудь активистов или еще что-нибудь такое. Режим Лукашенко пытается сделать соучастниками преступлений как можно большее количество людей, чтобы они были не заинтересованы в переменах. Поэтому мы всегда говорили, что есть люди, которые должны обязательно сесть, а есть люди, которые имеют шанс на амнистию. И есть люди, которые имеют шанс даже на повышение. Если, когда люди выйдут на улицы в больших количествах, если какие-то сотрудники милиции перейдут на сторону народа, то вопросов к ним за какие-то их мелкие прегрешения во времена правления Лукашенко, скорее всего, будет или очень мало, или их не будет вообще. И, скорее всего, эти люди останутся служить, они не попадут ни под люстрацию, ни под сокращение, и, скорее всего, они займут более высокие посты в будущей милиции. Вот. Что касается армии, у нас армия очень недофинансированная, вот, у нас очень бедная армия, и люди не хотят там служить. И это очень большая проблема, потому что у нас регион достаточно опасный. У нас один из соседей воюет, вот, и у нас есть всегда вероятность, что какой-нибудь сосед посчитает, что или с востока, или с запада посчитает, что какой-нибудь город Брест, например, исконно польский или исконно украинский, мало ли что придет в голову кому-нибудь. Поэтому мы всегда должны быть готовы нанести какой-то ответ, такой, чтобы не захотелось к нам лезть. И для этого нам нужна сильная армия. Сильная армия, она предполагает все-таки, во-первых, высокий уровень патриотизма. Высокий уровень патриотизма будет только тогда, когда люди будут знать, что это их дом, они могут здесь что-то решать, что не какой-то там батька Лукашенко решает за нас, а что мы в своих каких-нибудь Барановичах, мы платим налоги, на эти налоги дороги, школы строятся, и мы реально хозяева в этом стране, тогда мы сможем, у нас будет патриотизм, будет желание защищать эту страну. И второе, должны быть больше денег тратиться на армию, чтобы было нормальное вооружение. Не на милицию, которая воюет с собственным народом, а именно на армию, чтобы люди хотели учиться защищать свою родину. Чтобы Не, у нас я была армия, как в тут Швейцарии. зараз погоджаюсь з каментарамі, паглядзі ў чат, таму што у нас ёсць адзін сусед, якой там гвалтуе ўсе краіны, таму я б тут зараз Польшу і Украіну не долучала до гэтага спісу, тому Это что чтобы там... напрямую никого не обижать. Не, ну слухай, мне не соромно сказаць, што рашысты нападаюць на краіны. Россия воюючая краіна, гэта краіна-агрэсар, і гэта пацверджана міжнароднымі арганізацыямі. Просто так, но через 10 лет может измениться, что-то изменится, а мы должны быть готовы. Если мы мыслим как государственники, то мы должны быть готовы к ситуации, которая будет через 10, через 20, через 30 лет. Кто знает, какая власть будет в России через 30 лет, может, там будет демократия, а в Польше, например, будет я лічу, какой-нибудь што разваліцца і ўсё будзе добра. Кожны сам па сабе, маленечкія вось такія дзяржавы, як Беларусь, будуць, кожны за сябе прыватна. То бок трэба там правадзіць таксама, ведаеш, няхай яны на нас глядзяць. Ва Ўкраіне атрымалася, у Арменіі атрымалася, у Грузіі атрымалася, у Беларусі атрымалася, і гэта будзе такая дэцэнтралізацыя рашкі. Я вельмі гэтага раю ім, таму што кожны калі сам за сябе, няма вось гэтага гвалтоўнага адзінага цэнтру. Паглядзі, ну, то ж самае, у нас адзіны цэнтр, якой за ўсё адпавядае. 9,5 мільёнаў людзей,
А там 140 мільёнаў. Калі б яны былі кожны сам па сабе, гэта была б зусім іншая гісторыя. А тут атрымліваецца, мы 9,5 з адным не можам нічога зрабіць. Там 140 мільёнаў нічога не можа з адным зрабіць. Таму Ну ў гэтым што? сэнсе у мяне, прыватна ў мяне, вы можете са мной не пагаджацца, але я мяркую, што пакуль агрэсар побач з намі, абараняцца мы і рабіць усё магчымае павінны іменно ад яго, тым больш, што зараз Сімашка замовіў такі пра тое, што будуць падпісаны дарожныя карты і будзе такі створаны адзіны эмісійны цэнтр, адзіная валюта і адзіны падатковы кодекс. З чым я катэгарычна не пагаджаюся, таму што гэта прамы удар по суверэнітэту і па незалежнасці Беларусі. І калі гэта з'ездзіць на парад 24-го і правязе нам новыя мапы, ну, тут ужо як пойдзе, ведаеце? Ніхто не скажа, ніхто не вангуе, там ужо як пойдзе, прабачце нас. Але страчаць, ну, ужо стане, ну, як так можна сказаць, ужо стане забіраць, разумееш? Былі нашыя беларускія рублікі, дык і тыя хочуць прыбраць. Таму... Ясно. Ну, мы засиделись немножко. Так, засиделіся, сябры, шчыры дзякуй, што вы да нас сёння завіталі, мы рады вас бачыць, мы на волі, з намі ўсё добра, але это не точна, як кажуць, таму я спадзяюся, што на наступным тыдні мы зноў сустрэнемся, каб правесці, мы чакаем Вераніку, яна скора павернецца ў хуткім часе ў эфір, таксама павернуцца нашы іншыя актывісты, таму, Сергей, давай буквально па 2 хвілінкі і пойдзем адпачываць і працаваць далей. Я уже, в общем, все сказал. Ты, может, скажешь, что есть. Я таксама звяртаюсь да нашага чату, сябры, верце ў тое, што ўсё будзе добра. І калі ласка, я як актывіст, і Сергей да мяне далучаецца 100%, мы ідзем папераду, так, нас б'юць. Ідзіце за намі і давайце, калі ласка, ім таксама трэнды. Мы вас вельмі просім. Усё, шчыры дзякуй, Сергей, за то, што падтрымаў, ратаваў гэты стрым. Сябры, мы вас шануем. Дзякую і да сустрэчы ў эфіры наступны раз. Добрага вам цудовага вечару і добрых выхадных. Да пабачэння.